Если вы хотите вырастить спелые, сочные плоды граната, то март – самое время. Дело в том, что сейчас на прилавках магазинов они продаются в спелом виде. И посадив их зернышки, вы дадите гранату новую жизнь. А как сделать это правильно в домашних условиях, нам показала и рассказала ведущий агроном отдела семеноводства филиала Россельхозцентра в Ингушетии по Назрановскому району Люба Джандикова. Берем спелый гранат, очищаем от кожуры. Можно это сделать произвольным образом. Главной причиной, почему стоит посадить гранат в домашних условиях, является то, что он полезен от кожуры и до косточек, хранится долго, не теряя своих полезных свойств. После того, как мы разделили свежий плод, отбираем нужное количество зерен, которое зависит от того, сколько вы хотите вырастить гранатов. Насыпаем зерна в чашку и заливаем их водой. Оставляем на ночь. После этого раздавливаем оболочку, промываем наши зерна от мякоти. Это необходимо сделать достаточно тщательно, так как плохо очищенные зерна могут покрыться плесенью. Для этого я беру бумажную салфетку, дабы не забрызгать всю округу, и надавливаю на зернышко, для того, чтобы оболочка лопнула. После чего берем еще одну салфетку и очищаем от оболочки. Таким образом, зернышко за зернышком мы очищаем от оболочки, а потом выкладываем их на сухую поверхность, чтобы они немного подсохли. Сажать зерна можно либо в пластмассовую ванночку, либо в контейнер с крышкой. Что мы делаем дальше? Заполняем нашу емкость. Увлажняем с помощью пульверизатора. Вот наши косточки, они уже просохли, без мякоти. Они должны быть такие беленькие. Затем мы делаем бороздки, так будет легче ухаживать за рассадой, когда она подрастет. Сделать их можно с помощью простого карандаша или какой-нибудь деревяшки. И теперь размещаем наши семена. Заделываю в субстрат наши зерна. Не советую глубоко их заделывать. И закрываю пищевой пленкой. У кого контейнер, могут закрыть крышкой. И ставим в светлое, теплое место до появления всходов. Первые всходы появятся через 7 дней, а если какие-то зернышки не дадут ростков, не переживайте, это значит, что зерна не дозрели. После появления всходов необходимо снять пленку, если вы покрыли ею или крышку. Как только рассада подрастет, можно ее пересаживать. С момента посева и до появления всходов наша рассада в поливе не нуждается, так как емкость была накрыта, грунт оставался влажным благодаря образованию конденсата. Но сейчас она уже будет открыта, и в зависимости от просыхания грунта вы можете опрыскать пульверизатором. Следуя таким несложным рекомендациям, вы сможете вырастить гранатовое дерево в домашних условиях. Ведь эти ягоды отличаются яркими цветами, что радует глаз, и вкусом. А еще гранат ценен витаминами и микроэлементами, что полезно для здоровья.